Это новости на телеканале Сафо ТВ. С вами Тимур Варки. Здравствуйте. Трое граждан Таджикистана погибли накануне в Москве, отравившись газами при работе в водоканализационном колодце. Об этом накануне нам сообщили в представительстве миграционной службы Таджикистана в России. Погибшие являются уроженцами Донгарийского района и работали в системе ЖКХ в Москве. Телеканал Сафо выражает соболезнования родным и близким погибших. Миграционная служба и посольство Таджикистана занимаются выяснением обстоятельств гибели и отправкой тел соотечественников на родину. Антимигрантская кампания в России стала одной из главных тем последних дней в российских и не только масс-медиа. В Москве был создан палаточный лагерь для нелегальных мигрантов, что вызвало немало вопросов и споров о правомерности таких методов регулирования ситуации в области миграции. Одни россияне одобрили такие действия властей, другие выразили сомнения в закономерности мер, третьи посчитали эти меры незаконными, антиконституционными, назвали лагеря концентрационными. О лагерях для так называемых нелегальных мигрантов или о нелегальных лагерях для мигрантов спектр мнений и комментариев. Словом, таджики в России подчас называют всех иностранных трудовых мигрантов. Создается также впечатление, что антимигрантская кампания направлена именно против Таджикистана. Так ли это? По словам граждан Таджикистана, содержавшихся в лагере Гальянова, там содержалось около 600 граждан Вьетнама и 10 граждан Таджикистана. Пресс-секретарь посольства Таджикистана Мухаммад Эгамзот сообщил Сафо ТВ, что решение о депортации вынесено в отношении 106 граждан Таджикистана. Из 10 человек, которые содержались в палаточном лагере в Гальяново, 2 уже отправлены на родину, а 8 пока находятся в спецприемнике. После жалоб задержанных на тяжелые условия содержания в спецприемнике посольством закуплено 20 одеял, а также задержанным переданы гигиенические принадлежности. 14 августа эти вещи были доставлены нашим согражданам. Количество задержанных граждан Таджикистана по сравнению с другими странами значительно меньше. Однако простым людям, оказавшимся под прессом, не легче от того, что посольство знало о готовящейся акции. Нам удалось пообщаться с Раей Резваншоевой, женой задержанного, несмотря на то, что у него действовала регистрация. Говори, не говори, все бесполезно. Сейчас мне звонила Светлана Ганушкина, просила снять интервью со мной. Но я сказал, никуда не пойду. Мой муж Резваншоев Насратулло уже сидит, и я тоже боюсь остаться без работы. Никакой помощи от посольства нет. Моего мужа и его товарищей взяли без всякой причины. Работодатель моего мужа – араб. Открыл цех в подвале физкультурно-оздоровительного комплекса Измайлова. Нанял их на работу. Потом вечером их всех поймали и отвезли в 51-е отделение полиции. Там хоть передачку принимали. Затем 2 августа мужа отвезли в суд. Приняли какое-то судебное решение и оттуда в полночь уже отвезли в лагерь. Арабы, работодатели виноваты. Они 2 месяца зарплату не давали, документы отбирали. Говорили, что за счет уменьшения зарплаты сделают разрешение на работу. Но в итоге всех обманули. Делали фальшивые регистрации. Юрист нам говорит, что только 12 августа будет решение. Вот привезли одежду необходимую и гигиенические принадлежности. Но их у меня не взяли. Потом я сказала начальству, что готова заплатить штраф и за свой счет готова отправить мужа домой. Он же больной, после операции на почках, у него хроническое воспаление легких. У нас 3 детей остались в Таджикистане. Мы также дозвонились до самого лагеря Гальянова, где содержались 10 граждан Таджикистана. Задержанные заявили, что в отличие от вьетнамского посольства, которое ежедневно привозило еду и все необходимое для своих граждан, посольство Таджикистана к своим гражданам такого внимания не проявляло. И таджиков кормили вьетнамцы. Хусайнов Хаким из палаточного лагеря звоню. Нас 10 человек граждан Республики Таджикистан. Нас задержали 31 июля за нарушение миграционных правил. Но я тут остался, чтобы зарплату забрать, которую мне не выдают на работе уже 2 месяца. Вот уже 3 часа дня, но мы даже не обедали. Те, кто имел деньги из нас, покупали еду у полиции. Сейчас нет уже денег ни у кого.
Проблема в том, что к нам никто не приходит от представителей нашего посольства. Например, тут 700-800 вьетнамцев, и к ним каждый день приезжают посольские, привозят передачи. Мы мусульмане, и в месяц Рамазан обязаны соблюдать чистоту. Поэтому иногда просим вьетнамцев поделиться с нами чем-нибудь, и они делятся. Нет представителей от посольства. Что за власть такая у нас, я не понимаю. Я вот бедный человек, у меня нет денег, а дома дети ждут. Нам дали 10 дней на обжалование, и мы будем ждать эти 10 дней. Но я кормилец своей семьи, они ждут меня, ждут денег. Наши документы отобрали, потом без них провели суд, без переводчиков, без адвокатов. Мы потом наши документы нашли здесь, в мусорке. Никто не собирается писать кассации, потому что все тут бесполезно. Все мы это понимаем. И просим вас сказать властям, пусть назначат представителя к нам, пусть помогут нам быстрее выйти отсюда и уехать к своим детям. Все доходы нашей страны – это наши деньги, мигрантов. Но мы оказались в таком положении, а помощи не видим. Можете приехать и сами увидеть наше положение. Здешнее телевидение показывает не то, что есть на самом деле. Все сказать нельзя, не могу, просто слов не хватает. Но просим помочь нам, передать властям Таджикистана. Эта ситуация, это отношение к нам и бездействие наших властей унижает наш народ. Наша съемочная группа побывала также на рынке «Садовод», который подвергся облаве. Вот что сказала гражданка Таджикистана, которая пожелала остаться неназванной. На чужбину мы приехали в поисках заработка, чтобы поднять своих детей. В последние дни обстановка в Москве очень накалилась, стала тяжелой. Сотрудники ФМС, полиции давят на нас, задерживают, не дают работать. У нас документы в порядке. Неподалеку снимаем жилье, платим 45-50 тысяч рублей в месяц. Жизнь наша тяжелая, нас задерживают, отвозят в полицию и держат там по 3-4 часа. А работа ведь стоит. Штрафуют нас на 2-3 тысячи рублей. Просим нашего президента, уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона, найти решение этой проблемы. Если так будет продолжаться, будут задерживать уже наших детей, хватать их и заключать под стражу. Вот недавно был рейд ФМС, ловили всех, даже у кого документы в порядке были. Били их, это даже по телевидению показывали. Мы хотим, чтобы в Душанбе стало лучше, и мы вернулись туда. Все наши женщины тут мучаются и страдают. Я из Курган-Сюбе, здесь уже 10 лет работаю. Сейчас стало очень трудно. Ладно, пусть силовики проверяют документы. Мы понимаем, что все должны работать на законных основаниях, чтобы у всех были документы. Но не это самое обидное. Нас местные жители не любят, издеваются, оскорбляют грязными словами. Во время рейда полиции и ФМС наши земляки очень пострадали. У меня на родине остались 5 детей. Хочу обратиться к нашему президенту, поскорее улучшить жизнь на нашей родине, чтобы мы наконец-то уехали отсюда. В свою очередь, член Общественной палаты Москвы, журналист Максим Шевченко считает, что корень миграционных проблем следует искать не в России, а в стране исхода, в том числе в Таджикистане. На самом деле, мне кажется, что тут есть очевидные проблемы, которые нам надо бы решать вместе с нашими таджикскими братьями. Дело в том, что я считаю, например, что для того, чтобы уменьшить поток миграции, надо изменить ситуацию в самом Таджикистане. Потому что люди бегут из Таджикистана в Россию. Казалось бы, Таджикистан, процветающая прекрасная страна могла бы быть, богатыми селами, с богатыми рынками, с богатыми полезными ископаемыми. Почему, задайтесь вопросом, почему верхушка узкой Таджикистана богатеет, а народ готов согласен на нищенских условиях ехать в чужую холодную страну, чтобы там работать? Значит, жизнь в Таджикистане настолько чудовищная. Так давайте мы лучше жизнь в Таджикистане еще тоже улучшим, изменим ее к лучшему. Однако, насколько оправданно и корректно использовать этот термин «нелегальные мигранты» в отношении граждан СНГ, въезжающих в Россию легально, по безвизовому режиму?
Этим вопросом задаются в России правозащитники. Глава правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает, что речь также идет о незаконности лагерей для мигрантов. Статус этих лагерей в законодательстве России никак не прописан, считает она. Что такое палаточный лагерь, это не понимает никто. Потому что никакой правовой формы этот палаточный лагерь не имеет. Это абсолютно незаконное образование, которое на самом деле организовано МЧС по просьбе власти. Но МЧС организует такие палаточные лагеря, когда происходит техногенная или природная катастрофа. И люди, которые находятся в этом лагере, это люди, которые лишены крова, и они приходят туда сами. И они благодарны за то, что им этот лагерь построен, потому что что-то произошло форс-мажорное. Их не охраняют. То есть, если их охраняют, то от чьего-то насилия, но во всяком случае их не лишают свободы. Многие наблюдатели связывают активизацию антимигрантских мер и риторики московских властей с предстоящими выборами градоначальника Москвы. Коньком предвыборной программы кандидатов в мэры от либеральной оппозиции Алексея Навального является националистская антимигрантская риторика. Если верить Навальному, то в Москве находится 3 миллиона таджиков из 8 миллионов населения Таджикистана. Знаете, например, такой смешной факт, что 40% существующего в мире таджиков мужского пола проживают в Москве. Переехали сюда всей страной просто-напросто. Это ложь! Это не ложь, это так. Ложь. Это статистика официальная. Впрочем, вряд ли голос Навального и его ксенофобски настроенных последователей можно считать голосом русской либеральной интеллигенции. Вот, к примеру, мнение в этой связи президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова. Странная история. Концлагерь, по большому счету, это концлагерь на территории Москвы. Это вообще мечта фашистов. Сделать концлагерь на этой территории. Причем, я понимаю, что что-то надо делать с незаконной миграцией. Но миграция происходит, и незаконная в том числе и в первую очередь, не потому, что люди хотят жить без документов, а потому что их нанимают без документов, платят им меньшие деньги без документов и делают это так, чтобы им, самим тем, кто их заставляет работать и пользуется результатами их труда, было это выгодно. В российском обществе живо отреагировали на создание спецлагерей для мигрантов. Представители социалистического движения России провели пикеты и театрализованные акции на улицах Москвы, у здания Федеральной миграционной службы и у ворот лагеря в Гальяново. Российское социалистическое движение провело пикеты и ряд акций под названием «Против кампании репрессий и зачисток, направленных против так называемых нелегальных мигрантов». Активисты социалистического движения провели уличное представление про жизнь гастарбайтеров в Москве. Российское социалистическое движение выступили категорически против создания концентрационного, по их мнению, лагеря в Гальяново и намерения федеральных властей создать сеть подобных лагерей по всей России. В уличном представлении активисты российского социалистического движения показали, как мигрант, приехавший в Россию, сталкивается с проблемами, такими как обман со стороны работодателя, подвергается насилию со стороны ультраправых и правоохранительных органов. Организаторы акции уверены, что это происходит с ведома и по указанию местных властей. По мнению активистов, такое отношение к мигрантам поощряет каждый из кандидатов в мэры. Так бы поступил каждый из нынешних кандидатов на пост мэра, считают организаторы акции. Они соревнуются друг с другом в нюансах будущих этнических депортаций, добавил один из участников акции. Ни наций, ни границ, ни депортаций! На призыв таджикских мигрантов о защите гражданских прав, прозвучавший в социальных сетях, откликнулся председатель Социал-демократической партии Таджикистана Рахматило Зоиров. По прибытии в Москву он вручил омбудсмену Москвы и генеральному прокурору России обращение, суть которого изложил по нашей просьбе для телезрителей телеканала САФО. Как только в Таджикистан стали поступать тревожные новости вокруг наших трудовых мигрантов, я решил вылететь в Москву и непосредственно на месте оценить ситуацию.
лично обсудить с соответствующими органами и должностными лицами Российской Федерации создавшееся положение. Вначале я имел встречу в офисе уполномоченного по правам человека города Москвы, где изложил свое видение ситуации с правовой точки зрения. Передал им свое заключение и попросил собеседников определить свою позицию относительно правовых аспектов и на этой основе дать оценку происходящему. Далее у меня были такие же контакты и в Генеральной прокуратуре, в 2 коллегиях адвокатов Москвы и Московской области, а также в Государственной Думе. Вместе с тем мы не могли не задать Рахматилло Заирову и вопрос, касающийся предстоящих в ноябре президентских выборов в Таджикистане. Накануне оппозиционные партии огласили общую программу единого кандидата от оппозиции. 10 августа была принята концепция из 4 частей, которая по сути есть основа предвыборной программы единого кандидата от оппозиционных сил. Принятый документ предполагает цели и задачи, которые будет реализовывать избранный кандидат. Это и различные права, слова, совести, предпринимателя и другие важные моменты. Также в концепции излагаются намерения конституционной реформы в республике, чтобы перераспределить властные полномочия и ответственность через наделение большими правами правительства и парламента. Тем временем давление на оппозиционные партии в Таджикистане все более усиливается. В четверг вечером в Шугнане на дороге между Рушаном и Хорогом нападению подверглись представители партии Исламского возрождения в Бадахшане. Как сообщается, неизвестные на 2 автомобилях «Тангем» преградили дорогу автомобилю, в котором ехали представители бадахшанского отделения партии Исламского возрождения, и без объяснения причин выволокли их из машины и избили заместителя областной организации Саудатшо Адалатшоева. Мы связались с Хорогом, и вот что сказал по телефону пострадавший. Здравствуйте, Саудатшо. Как ваше самочувствие? Хорошо. Где произошло это событие? Это событие произошло при въезде в Шугнан. После одного кишлака одна машина преследовала нашу машину. Без госномеров, тонированные стекла, перекрыла нам путь. Они вышли, подошли, затем у своего главного спросили разрешения и напали на нас. Все они были спортсменами. По их поведению мы поняли, что они являются представителями органов безопасности. Они были вооружены? Они из-за носков вынули ножи. А какие у них были к вам претензии? Они свои цели и требования не предъявили, но точно могу сказать, что они не с Бадахшана. Они с другой местности и являются представителями органов безопасности. Вам угрожали или оскорбляли? Да, угрожали. Когда нас остановили на тот момент, я по телефону разговаривал с главой областной ячейки партии Муслимой. Они открыли дверь нашей машины и схватили меня за воротник и сказали «выходи». Но я не вышел, меня ударили кулаком по носу. Пока его остальные сообщники подошли, я завел машину, и мы уехали на большой скорости. А затем, как развивались события, они преследовали вас? Да, они начали погоню за нами, но так как мы ехали на большой скорости, они не смогли догнать нас. Вы написали заявление в милицию? Да, обратились в милицию, выступили с отдельным заявлением. А медэкспертизу прошли? Да, прошли медэкспертизу. Какое ваше личное мнение о том, что произошло? Как я ранее сказал, что это дело рук представителей органов безопасности. Они этим хотят ослабления деятельности и запугать активистов партии. Там, где нас остановили, я думаю, нас хотели убить и выбросить в реку. А сколько их было человек? 12 человек. Спасибо, будьте здоровы. Спасибо. По предположению Адалатшоева, нападавшие были прикомандированными в область представителями Таджикского комитета госбезопасности. Это уже не первая акция устрашения и насилия в отношении партии Исламского возрождения. Летом прошлого года во время войсковой операции силовых структур в Хороге лидер областной организации партии Сабзали Мамадризоев был застрелен, а глава городской хорогской организации Шерик Карамхудоев обвинен в антиправительственной деятельности и арестован. Несколько дней назад с заявлением против собственной партии выступил один из представителей партии Исламского возрождения в Бадахшане. Его коллеги полагают, что он сделал это в результате угроз ему и членам его семьи со стороны определенных структур.
Еще одно скандальное дело вновь на слуху в Таджикистане. Накануне ведущие газеты Таджикистана со ссылкой на социальные сети опубликовали серию фотографий, на которых запечатлена женщина, которую некоторые пользователи социальных сетей идентифицировали как так называемую жертву изнасилования по делу Зайда Саидова. Адвокаты Зайда Саидова подтвердили таджикским журналистам, что пришедшая на очную ставку Зайдом Саидовым женщина выглядела именно так. Была русоволосой и была одета в желтое полупрозрачное платье. Тем временем адвокаты Зайда Саидова настаивают на ДНК-экспертизе, которая подтвердит или опровергнет, является ли Зайд Саидов отцом трехмесячного ребенка этой неназываемой следствием женщины, которую оно так скрывает от общественности. В связи с тем, что подобные экспертизы в Таджикистане не осуществляют, адвокаты заявляют о готовности оплатить проведение ДНК за пределами Таджикистана. Не утихают страсти вокруг еще одного дела, получившего самый живой отклик в таджикском обществе. Инцидента в Душанбинском аэропорту при вылете широко известной латвийской группы «Барака», играющей и популяризирующей в мире таджикскую музыку. Этот инцидент стал предметом рассмотрения правоохранительных органов и властей Таджикистана и приобретает окраску международного скандала. Нам удалось связаться с руководителем группы «Барака» Дмитрием Евсиковым по скайпу, и он рассказал нам, что сотрудники аэропорта шантажировали группу угрозой снятия с рейса. Дело в том, что как раз таки вот от этого человека просто исходил первый импульс. Он разочаровался, что мы отказались от его услуг, от СИП-зоны, и предложил договориться подешевле, чтобы это пошло через его карман. Мы отказались, естественно, потому что я, как руководитель проекта, я говорю, не имеет смысла организаторам платить сумасшедшие деньги. Речь шла о $300 только за то, что мы 10 минут посидим на сиденье и через другой выход выйдем к автобусу. И этот сотрудник подошел и что-то сказал в регистратуре, там, где выдают посадочные талоны, и с этого начались наши злоключения. Нам не выдали посадочный талон на рейс Москва-Рига. Из-за этого половине группы пришлось выйти в Москве и заново заходить в аэропорт, хотя мы могли пройти через транзитную зону, минуя все эти препятствия. Багаж зарегистрировали на 2 человек, чтобы в Москве оказались мы с перевесом. Это второе было такое злоключение, такая легкая месть. Но самый приятный момент нас ожидали уже там, где мы прошли паспортный контроль. У меня забрали паспорта, забрали 3 паспорта. Мой, дочери и нашего гитариста. Сказали, что с инструментами нас не пустят, что их надо сдавать в багаж. Но поскольку инструменты были очень тонкие, тонкой работы, и, в принципе, мы не надеялись даже оттуда их получить. И я сказал, вы знаете, мы исполняем вашу музыку, может, вы пойдете нам навстречу. Когда мы летели сюда, инструменты легко помещались в полочку верхнюю над пассажирами. В самолет большой Boeing 737. Тогда сотрудники сказали, мы позовем сейчас начальника, который отвечает за, видимо, либо таможню, либо паспорт. Он не представился, никакого у него не было ни бейджика, ничего, небольшого роста, человек лет 45. Опять же, наши организаторы с ними потом общались и тоже назовут его имя, я думаю, без труда. Он ко мне подошел, достаточно вежливо сначала все происходило, разговор не был на повышенных тонах. Он сказал, что самолет инструменты проносить нельзя, они очень большие, и они, значит, должны посоветоваться с представителем компании ЮТ. Мы вышли обратно в зал ожидания, все вместе, и вот с этого начинается самое интересное. Дело в том, что к нам подошел представитель компании ЮТР и абсолютно однозначно дал свое согласие на то, чтобы музыканты, как попросили наши организаторы, фирма Ариона Медиа, зашли с инструментами в самолет. В принципе, на этом должно было все себя исчерпать. Никаких проблем после этого не должно было быть. Но вот начальник этой смены, или, я так понял, или отдела, да, он сказал, что давай мы сделаем так. Я пойду с вами в самолет и буду смотреть на лица стюардесс. Если хоть один из экипажа проявит недовольство по отношению к вашим инструментам, я вас всех снимаю с рейса. То есть меня, честно говоря, вот этот расклад абсолютно не обрадовал. Вы согласны, он спрашивает меня? Я говорю, а как я могу вот сейчас реагировать на ваше заявление?
Я говорю, вы мне не оставляйте выбора, я могу только согласиться с тем, что вы предложили, потому что я нахожусь сейчас в вашей власти. Мы пошли обратно через все опять кордоны, обратно в тот отдел, где он находился, с этим же вот мужчиной, да. Там он мне возвращает паспорта, говорит, садитесь, ждите, значит, посадки. Мы садимся, ждем посадки. Объявляют посадку на какой-то рейс. Мы встаем. Он говорит, садитесь, вы никуда не пойдете. Вы пойдете в самолет последними. Я пойду с вами и буду, как я сказал, следить за тем, что будет там происходить. Если кто-то будет недоволен, вы на рейс не попадете. Я буду писать заявление, и на этом все закончится. Ну, моя дочка начала плакать страшно, потому что она говорит, папа, я хочу домой, и это ну, просто такой моральный прессинг очень мощный. То есть, представьте, все пассажиры встали, пошли на выход, а мы сидим, и нам просто не разрешают никуда идти. Но на наше счастье это был просто какой-то блеф. В действительности это была посадка на рейс на Петербург. Объявляли, поскольку только на таджикском языке, мы не поняли, что это рейс на Петербург. Хорошо, потом нам какие-то соседи, пассажиры сказали, что это рейс был Душанбе-Петербург. И где-то минут через 20 была посадка на рейс Душанбе-Москва. Мы оглянулись, а этого человека уже нет. И мы абсолютно беспрепятственно зашли в автобус, последними на всякий случай все-таки, чтобы мало ли вдруг, если он появился, чтобы не оказаться причиной очередной агрессии. Мы зашли в автобус с последними, но когда мы попали в самолет, оказалось, что самолет был абсолютно полупустой. И, как я знал до этого, гитары абсолютно спокойно размещаются наверху в полочке. И со слов стюардесс, как они очень обрадовались нашему присутствию, сказали, наконец-то музыканты едут, мы очень рады. Они сказали, вообще никаких проблем, нигде не записано, ни в каких правилах, что вы не имеете права с собой брать инструменты. Тем временем пресс-секретарь Душанбенского аэропорта Муаммад Юсуф Шодиев опроверг обвинения группы «Барака» в каком-либо давлении на ее участников со стороны сотрудников аэропорта. По его словам, проводится служебная проверка. Вместе с тем, на призыв пользователей Фейсбука провести пикет у административного здания аэропорта в знак протеста против хамства и мздоимства сотрудников различных служб аэропорта, которое стало притчей во языцах, пресс-секретарь аэропорта отреагировал весьма неожиданно. Шодиев заявил, что поклонники латвийской музыкальной группы «Барака» лучше пусть устроят пикет у посольства России в связи с тем, что в Душанбе из Москвы поступают гробы с телами таджикских мигрантов. В этой связи можно сказать, что воистину не теряет актуальности афоризм Эйнштейна, который сказал: «Две вещи действительно бесконечны – Вселенная и человеческая глупость». Впрочем, насчет Вселенной я не уверен, сказал Эйнштейн. Мимо заявления пресс-секретаря аэропорта Шодиева не прошло посольство России. Оно выступило с соответствующим заявлением. Как выясняется, в Таджикистане есть силы, готовые угрожать безопасности посольства России. И это вытекает из откровений пресс-секретаря Международного аэропорта Душанбе Мухаммада Юсуфа Шодиева в социальной сети Facebook, который открыто призывает пикетировать российскую дипмиссию. Причем делает это с плеча, в отрыве от темы разговора, в который он вовлекся, и не раскрывая мотивы своего агрессивного отношения к посольству. Обычно подобные призывы расцениваются не иначе, как провокационные. Господин Шодиев, опять же вне контекста, зачем-то перехватил эстафету у газеты СССР и начал считать гробы, прибывающие из России. По этому сюжету мы уже выступали, акцентируя внимание на очевидном. Из 1,5–2 миллионов таджикских трудовых мигрантов, работающих в Российской Федерации, кто-то неизбежно умирает. И не обязательно, как это пытаются преподнести злопыхатели от рук скинхедов. К чему пресс-секретарю понадобилось вновь заводить эту изрядную, надоевшую всем пластинку? Для нас большая загадка. При иных обстоятельствах мы просто пожали бы плечами и проигнорировали этот выпад как привычное дело. Но в данной ситуации возникает вопрос, с какой целью официальному представителю крупного предприятия государственного подчинения, с руководством которого посольство всегда поддерживало тесные плодотворные связи, понадобилось порочить Россию и угрожать ее дипломатическому представительству.
Как сообщил нам представитель группы «Барака» в Таджикистане Ахмадали Тоджидинов, в настоящее время делом заинтересовались правоохранительные органы Таджикистана и государственные структуры. Речь идет о престиже страны, который сводят на нет своими действиями в отношении пассажиров, в том числе иностранных гостей, некоторые сотрудники различных служб аэропорта. Тем временем файзабадские предприниматели выступили с протестом против ущемления их прав. Об этом сообщает газета «Озодагон», разместившая это видео. Но у нас кредиты в государственных банках, и мы их исправно и в срок обслуживаем. Вовремя выплачиваем налоги, которые начисляют нам, как за целый месяц нашей работы. Но фактически работаем же только 4-5 дней в месяц. В каком веке мы живем? И, наконец, о приятном. В эти дни много спортивных событий. Об этом в нашем спортивном блоке. Почетное 5-е место в московском чемпионате по легкой атлетике занял Дильшот Назаров. Меня многие поздравляют здесь, что я стал 5-м на чемпионате мира. Это, с одной стороны, неплохо, но, конечно, я рассчитывал, что завоюю здесь медаль. Немного не получилось, но как бы на данный момент я вхожу в 5-ку сильнейших молотобойцев мира. Это уже большой плюс. Как вот вы оцениваете сегодняшнее то, что вы занимаетесь в Таджикистане, этот вид спорта? Какая есть хорошая, как говорится, база для этого? В Таджикистане база для метания молота, наверное, я скажу так, очень подходящая именно под этот вид спорта. Потому что у нас всегда в этом виде спорта есть сильнейшие молотобойцы, которые конкурируют на мировой арене. Это Андрей Абдувалиев, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. Это я. У меня есть и ученики, которые сейчас, конечно, молодые, но я надеюсь, что они подрастут и будут защищать честь нашей республики на международной арене. Вы дали хорошую оценку для базы в Таджикистане. Тогда какие трудности были здесь? Это очень высокие требования со стороны судейских? Здесь никаких трудностей не было, просто у нас очень сложный технический вид. И как бы здесь это всегда все в твоих руках. Но здесь был очень сильный норматив, потому что очень многие спортсмены, сильнейшие спортсмены, которые входят тоже в 10-ку сильнейших в мире, они просто не попали даже в финальную часть соревнований. Потому что нормативы были очень сильные. Это сейчас Международная федерация наша вводит новые правила, что они ужесточают и увеличивают нормативы во всех дисциплинах легкой атлетики. И сейчас, можно сказать, на чемпионаты мира и Олимпиаду будут отбираться только сильнейшие. Это все, что мы успели вам сообщить в выпуске новостей недели на телеканале САФО. До новых встреч, друзья!